Амар Мында Хундатан Хут. Добрый день, дорогие друзья. Второй выпуск нашего проекта «Буряды Алтын Доғылға» посвящается замечательным бурятским сказкам. Амын захелы баян аптырсон тухнуд орынго онцо хоре ызылдык. Бурятан тухнудыя игыл бағы башыр нахандың ухютта Тетани солхуда, хоры жухуда, омшы жухуда, айлғол жухуда, ехы хіріктегі шайымда. Хугута зарюлғын бурятан тұхнут шидита, амидат ба ажы байдыл тұхайгыжа илғырулықтадық. Арады сысын ухай орто шынғы жабығын бурятан тұхнут соғы ухивудқыда. Ғанцыл бұйын құсы шатылар бұша, харың ойың уханы, хубылғын бұрғын, Ирши зарыгай хушор илылта тойлыктыдык гыжа айлгытык волныгеш хайымда. У каждого народа свои обычаи, традиции. В старину среди бурят был очень распространен обычай, который называется гунихоха. Буквально переводится как просиживать ночи или посиделки. Когда люди собирались специально, чтобы послушать исполнение сказок или улигиров. Итак, давайте мы с вами перенесемся в далекое прошлое, в старинную бурятскую юрту, которая затерялась где-то в степном пространстве. Здесь вечера в юрте веет теплом от очага, от дыхания людей, которые собрались специально, чтобы послушать известного в этих местах сказочника Антахашина. Он восседает на Хоймаре, это северная сторона юрты, для самых уважаемых людей. И вот, не спеша, отхлебнув глоток горячего зеленого чая, он начинает свое повествование. Ордын орды сакта, орин илдин сакта, сағай сарионда, сарғыны немігінда, хумбыр ехы олың, болдық байқы сакта, хуң ехы далың, шалбак байқы сакта. В ранние, древние, прекрасные времена, прежние старинные ласковые времена, в самом начале лучших времен, когда древние законы были мягки, когда бумага была тонка, когда молочное море было ручейком, когда гора Сумбер была бугорком, когда одинокое дерево было ростком, когда могучий изюбр был филюком. Рассказывают, когда-то жили в тайге два брата, у реки на опушке, в тихой своей избушке. О них-то на этот раз мы начнем рассказ. Младший — серьезный брат, он был на редкость богат, мысленный был он быстрый, а языком острый. Шанаем младшего звали, и его уважали. А вот у старшего ума было
маловато. Но силы зато в руках, можно согнуть быка. Звали его Шалаем, глупее до сих пор не знаем. Так и жили они в избушке. С ними их мать-старушка, а с нею корова черная, да собака проворная. Дружно так они жили, сетями рыбу ловили, ловушки на зверя ставили, спокойно хозяйством правили. Сказка «Ребенок и теленок». В старые, давние времена ребенок, едва родившись, тут же начинал бегать. Новорожденный же теленок целый год не вставал на ноги. Коров доили, подпуская сначала теленка. И вот хозяйкам приходилось до года носить телят на руках. Однажды Бурхан, спустившись сверху, обходил землю. Видит, какая-то женщина с трудом несет уже большого теленка. «Ты зачем его на руках несешь?» — спросил у нее Бурхан. «Они же до года не ходят. Вот и ношу, чтобы подоить корову», — ответила женщина. Бурхан зашел к ней домой. Там прыгал, скакал младенец. «Когда твой сын родился?» — спросил Бурхан. «Сегодня утром», — ответила женщина. Бурхан подумал, что все это неправильно, и решил все изменить. Пусть человеческое дитя не ходит, пока не станет маломальски разумным, а теленок становится на ноги с рождения. Сын этой женщины разучился ходить, а теленок начал тут же бегать. Сказка «Девушка и месяц». Жила одна девушка-сирота. Злая мачеха то и дело бранила ее и не давала ей отдыха. Только и слышала сирота: «Ступай туда, сделай это». Так продолжалось с самого раннего утра до самого позднего вечера. Однажды мачеха отправила бедную сиротку на реку плавать. Пришла девушка к реке, зачерпнула полные ведра и пошла обратно. А силы у нее нет. Сделает она шаг, опустит на землю тяжелые ведра и стоит. Долго она шла, а мачеха бегает по юрте, сердится. Куда она пропала? Почему так долго не возвращается? Наконец выбежала она из юрты, увидела вдали сиротку и принялась кричать и ругаться. «Пусть тебя схватят и унесут к тебе солнце и месяц!» И только она сказала это, как с неба стали спускаться солнце и месяц. Увидела их девушка, испугалась и схватилась рукой за кустарник. Тут возле нее и опустились солнце и месяц. Солнце хотело было унести девушку к себе, но месяц сказал ей: «Ты днем ходишь, а я хожу ночью. Одному мне тоскливо и скучно. Отдай девушку мне». Солнце сказал: «Правду ты говоришь, нельзя с тобой спорить. Возьми девушку». Обрадовался месяц, подхватил девушку-сиротку вместе с коромыслом, ведрами и кустом тальника и поднялся высоко-высоко. Если посмотришь на месяц, увидишь на нем девушку с ведрами и коромыслом. Стоит она и держится за тальниковый куст. Фабель. Апхыртыдан кылдык угыйте, үгі хур ашагуған хан. Хары углуан гол дышин, харынхы болытыр янзы бурин айығы. Табык хыдык хын. Мүмкіні, эде холдың аре хурдык байган. Нығыты тыры туйсын, бүйе оряжы бухылхы, модынайшы буға бахыя, дален риошы бұр. Ула бышык ухарние отухыгыз. Ухые далайға бәйтір, модын хунығлар ухылда. Sen bana hukun. Амиим буталыш, саған сылтай хун, шамды юпарыктеп, гуйбылшник, усалыш дургықып. Хылычны бұк, намайы, байын намасын болғыз.
удырще вы, угыйте дархын байшыбы. Олын хулгамашыну те, хоты хорогора дурын эт барате. Алтын мугыте байын болыбы. Хыжылын хыды, да баринуды ажушыды, яшы хыжы бэхыйы, харыхы, адыглыхы, зареманда бадышачы аухы саггардыкхы. Тыры, утын гуй иимы ажуха, уйдыжы залхужы юбы. Тин улахын хухында, дахин ошыхын бәйіні. Sen bana hukun. Sen bana sahan sıkıltıkun. Şanlı yum karakter. Це на моя хыль болдыр. Хылы хешни болужым. Ылжы, урдибыш вы, гынтым атхыде, узысхылын, гойы ошылын со орхэ бэбы. Зарсынудын, халюн малгэм дынхэ, ойшул хаанда, дохин унгырны. Хым шытырны угыйте, ядыруя бұхын сағыйы дордыны, хылыны вы. Гансыл, хулахын мыда йом гызы, гыжы бодым жылхы зура. Тырыйы усытхы, хыркте гыхын бодылды аптыбы. Үні хырып дурыхы, зырвоте гор, хан дален ірye сырықтые ошыбылы. Улан хухы, атухы, гыхын да варя вахан зарсынут хане, угы байылыл хые бэбы. Хухын үні уйды, уны холы гор, и гыжы дугаргы. Таныр хан айрылжы харит. Хархыдын, хари бабгы булшот, өйтегін, утхын, харышытхы худар гуйже бубы. Тет оро-орхо, хайша тридышо шыхыпшы, бабгы, анхын, хан бэйгін гэт, бурят зон хылсыдык. Сказка «Вор верхом на тигре». Жили на свете старик и старуха, и была у них корова. Однажды ночью забрался в загон тигр и задрал пеструху. «Вчера тигр сожрал пеструху. Сегодня наверняка снова явится. Боюсь, не сдобровать нам», — говорит старуха. «Нынче ночью он не придет, еще не проголодался. А вот крыша прохудилась. Это беда. Хуже всякого тигра. Проклятая протечка», — молвил старик. А тигр-то как раз был неподалеку, в сарае притаился. Услыхал тигр старика и испугался. «Протечка? Это что еще за зверь? Видно, сильнее меня, раз старик так его боится». В этот самый миг на крыше сарая притаился вор. Надумал вор украсть у стариков пеструху, да в темноте не разобрал, как в хлев пролезть. Оступился и упал прямо тигру на спину. Взвился тигр от страха. Не иначе, как попал он в лапы этой страшной протечки. Зажмурился и бегом. А вор на нем верхом трясется. «Что за быстроногая корова мне попалась?» Удивился вор. Цепился руками в шкуру. Вот-вот хлопнется озимь. Тут уже светать стало. Видит вор не пеструху под ним, а лютый тигр. От ужаса хлоп на землю и бегом. А тигр так напугался, что головы не повернул, прибавил ходу и больше уж никогда к старику со старухой не наведывался. Танюсыйын мухыт, тарфен хулун, зархел вешіп, зар пығырхын амандым, зар тығырхын тархидым, гел тару, бехыннері, жимні угойымда. Туруғыр битні, тумын жыл болыбыш ет, залухын, ухюхын, зардау ябыдық бет, аманда золты до, азыты да байырлат, ультиргын загыгыны, оухы мяхы, садатыра эдежі, сансхытын алдат, аманынға толғы, барун туридо,
Арбын ургая, зун тулидо, ашыжы сыбырлет, амышы хыптытыры. Айтихынды диудыжы. Уруға харат. Унтышын бәбіп, уры сәжі, утыр болғына, қажырмықы қашқыра дула. Шытнамайы тайрағы жахана, ухые харбына бұжы, харым болып, харым гүхен, ходылы табиғын, хайыр гудылыне хымғы ехір кырылдышы бәбі, хақыры хуры, қазысышы бәбі, хағысыры удыры, татасышы бәбі, ғансыз жалбығар, мән амыны тағы едем, ғары арбын, Урғыны тағы едеш. Ғыт нүгінен қашқырны. Дуға бәл, дұрбейгін залек. Ходыл игіжі, хой хайырқа валі. Ғыт нүғалдың қашқырны. Үйгіне фурыжы, ухилым ұшан. Нүгінің абыжы, нүғадың софин. Бак гүйш жаңлар, бадышым гүлем. Ғалым қашуға, ғансытып күлеудім. Уюдын авара, шубут недышева. Чудесный мир сказок, запечатленный в мудром слове, помогает людям лучше жить, верить во все доброе и светлое, победу добра над злом. Нашу сегодняшнюю встречу я хочу завершить словами бурятского поэта Бориса Цыринова. А над юртой восьмистенной золотится луч по скату. Не спеша старик согбенный нам рассказывает сказку, как в семье простой и бедной смелый воин вырастает, и врагов в земле рассветной он бесстрашно побеждает. Мы сидим в душе ликуя, все за правду принимаем, на всю жизнь свою земную сказку ту запоминаем. Словно нам она открыла веру в суть добра и света. Как давно все это было, как чудесно это было. До свидания, до новых встреч. Улстра, Баяште.